Сегодня тема нашей лекции, она всегда остается актуальной, называется так: «К вопросу об этногенезе абхазов в свете новых научных исследований». Наука, как вы знаете, двигается, развивается, пополняется, обогащается. И, соответственно, появляются новые трактовки, и они требуют тщательного рассмотрения. Изучение археологических культур и культурно-исторических процессов в последние десятилетия опирается на исследования геологов, генетиков, антропологов, палеогеографов, даже палеопочвоведов и других специалистов подобного профиля, что позволяет нам реконструировать среду обитания древнего населения. С этим согласна большая часть научного сообщества. Помимо известных нам гипотез и теорий относительно этногенеза абхазов, сегодня особо популярной становится гипотеза о переднеазиатском происхождении протоабхазо-адыгов. Общеизвестно, что с IV тысячелетия до новой эры исчисляется эпоха неолита, который характеризуется переходом от присваивающего хозяйства к производящему, началом земледелия, животноводства, развитием ремесел. С развитием скотоводства усиливается роль мужчины, утверждается постепенно уже в поздний неолит, утверждается патриархат, появляются племена, и, соответственно, в этот период зарождаются ростки, можно сказать, историко-культурных общностей. Антропологические материалы из Унакозовской пещеры, эта пещера находится в Адыгее, относящиеся к рубежу V-IV тысячелетия до нашей эры, позволили украинскому антропологу Потехиной сделать вывод о большой близости семьи, погребенной в ней, к людям, населявшим в начале IV тысячелетия до новой эры. Именно северо-восточную Анатолию. И устанавливается тем самым родство с современным шапсугами. Она указывает на то, что именно в этот период сформировалась прото-майкопская культура. Хочу заметить, каково отношение сегодня к теме прото-майкопской культуры, и вообще к майкопской культуре, исследователей. Мы знаем, что в 90-х годах был такой всплеск интереса к этой теме, проходили симпозиумы, конференции, где очень интересные обобщения делались, потому что завеса открылась, доступ к ближневосточным и другим источникам был обеспечен, соответственно, очень интересные появились концепции. Но есть еще такая часть, к сожалению, сообщества, которая считает, что это оценивает как негативное явление. В буквальном смысле, вот я зачитываю сейчас отрывок, цитату из статьи Фоменко, доцента Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, который указывает на то, что сегодня, благодаря значительному разрастанию к северу и к югу ареала майкопской культуры, майкопско-новослободнинские древности перестают быть сугубо северо-кавказским явлением и рассматриваются специалистами как удаленная часть блока ближневосточно-кавказских или европейских культур. Он пишет: это, по моему мнению, дезориентирует исследователей и не способствует установлению истины в вопросе этнической принадлежности носителей майкопской культуры. То есть автор усомнился в том, что майкопская культура является абхазо-адыгской по содержанию и по существу. Но это уже крен совершенно в другую сторону. И поэтому мы возвращаемся к теме, немного затронем о прото-майкопской культуре, скажем. Прото-майкопская культура, они изучали и изучают
Осетинские ученые, например, Растунов, относят по хронологии, относятся к эпохе меднокаменного века, то есть и неолита. Нихаев, Кореневский, ну, ныне здравствующий Ловпаче. Так пишут и датируют они по-разному. Одни говорят, что это протомаякопская культура относится к 6-му тысячелетию до новой эры, даже еще позже. Например, Ловпаче склонен так оценивать. Ну и названия протомаякопской культуры разные. Одни пишут, например, Асташинский пишет закубанская, мешоковская и неолитическая культура, наскольчато жемчужная культура, керамики и так далее. Обратимся к хронологии эпохи Homo sapiens. Вот не затронуть нельзя. В Абхазии время кроманьонца исчисляется с 35 по 12 тысячелетие до нашей эры, включая мезолит, как поздний этап верхнего палеолита. За этот промежуток времени на подступах к неолиту, как указывают палеогеографы, на планете происходили климатические изменения. Потепление сменялось похолоданием. Эти изменения способствовали различным миграционным процессам. В так называемую мезолитическую эпоху, датируемую 10 по 8 тысячелетиям до нашей эры, на наш взгляд, происходит и формирование протомаякопской культуры. Археологами найдены на территории этой культуры множество артефактов, но они относят их к разным периодам истории. Там такой разнобой, что очень сложно даже иногда выбрать правильную хронологию. Притом она совершенно разная. Вызывает интерес именно хронология 90 петроглифов с выгравированными на гальках изображениями на гравийном карьере горы Махашкушха к востоку от Майкопа. Найденная в 1983-1984 годах экспедицией Аутлева. Датируются эти петроглифы 9-8 тысячелетием до новой эры. Обратим внимание даже на эти изображения, петроглифы. Явно видны, что эти тексты несут содержание, они не разрознены. И такие же знаки, мы знаем, встречаются и на Майкопской плите, которая считается недешифрованной, хотя внушительный труд профессора Турчанинова, пользовавшись своей методикой, вызывает много вопросов. В последнее время все чаще обращаются к ней. И даже есть одна работа, которая указывает на то, что якобы текст Майкопской плиты – это славянского содержания. И еще во многих находках, например, находка, найденная в Лоу в 2014 году, плита – это наскальная надпись. Эта плита тоже фактически датируется этим временем, и по знаке этой плиты они схожи с Майкопской плитой и, соответственно, указывает на то, что где-то к 6-5 тысячелетию, может быть, даже позже, указывает Ловпаче, эти записи и относятся. Хочу заметить еще одну очень интересную деталь. В 2018 году в Судане найдена наскальная надпись немецкой археологической экспедиции. И вот они датируют эту надпись 4 тысячелетием до новой эры. Хочу заметить, что эта надпись немецкие археологи, египтологи относят еще к эпохе додинастического периода. И они очень напоминают те же самые петроглифы и те же самые некоторые знаки Майкопской плиты. Ну, вне сомнения, что это надпись идеографическая. Считается, что к 4 тысячелетию до новой эры из Анатолии на Западный Кавказ мигрировало какое-то племя, принесшее с собой с юга традиции малазийской культуры, Чаталхюк. Это матышки сочи-адлерского типа, технологию и гончарную технику керамики, навыки оседлого стационарного земледелия и так далее. И вот тут же хочу отметить утверждение одного известного тоже ученого, занимающегося сегодня проблемами периодизации майкопских памятников. Это Рысин.
Это ученый из Санкт-Петербурга. Вот он пишет, что большинство кавказоведов признают в качестве исходного импульса формирования майкопского феномена культурное влияние и миграцию населения из передневосточного ареала. И таким аргументом он приводит то, что синхронизирует эти находки с памятниками урукского периода, то есть начала истории Месопотамии. Посуда сходного облика употребляется в сиро-анатолийском регионе, вот, от урукского до, в буквальном смысле, раннего династического периода. Такие вот материалы, которые указывают господину Рысину, что исходный импульс был из Передней Азии. Но сегодня стоит в этом усомниться. Вот какие у нас с вами аргументы на этот счет? На наш взгляд, именно типологические параллели майкопских изделий в передневосточных комплексах составляют сегодня единственную надежную основу для определения хронологической позиции майкопских памятников. Более-менее надежные приходятся по хронологии на вторую половину четвертого, начала третьего тысячелетия. Рысин указывает, что это метод, которым он пользуется, требует дальнейшей корректировки. В том отношении, что хочу обратить еще внимание на большую разницу в хронологии майкопских находок от гальки до плиты. Целых 4 тысячелетия. Ну, если гальки 9000 лет тому назад датируются, то майкопские памятники, если 4-е тысячелетие, то что происходило вот в этот промежуток времени? 6-е и 5-е тысячелетия, даже чуть раньше, могу сказать, середина 8-го тысячелетия, начиная оттуда, происходили крупные миграционные процессы. В 1996 году была сформулирована теория Черноморского потопа американскими геологами Райаном и Питменом из Колумбийского университета. Они писали, что вследствие потопа землетрясение произошло в районе Средиземного моря, и оно фактически изменило географический ареал этого региона. Была затоплена 155 тысяч квадратных километров территории, тогда же образовалось, они считают, Азовское море. Но эта гипотеза была сильно раскритикована, но все же известный специалист Иванов посчитал, что она имеет под собой определенную основу, потому что напоминает, основа – это легенда о всемирном потопе, распространенная среди народов Ближнего Востока. Дарданов потоп, по-другому называется это в греческой мифологии, упоминается в сказаниях о Трое. Другая гипотеза Оноприенко и другие исследователи указывают, что это может быть связано с Атлантидой, с гибелью Атлантиды. И Черноморский потоп, очевидно, привел все же к масштабному переселению народов и того же неолитического периода. По мнению Райана и Питмена, с побегом от вод потопа следует связывать продвижение в середине 6-го тысячелетия до новой эры сельского хозяйства неолитического типа из Анатолии в район среднедунайской низменности. Ну, можно сказать, что и Нурбей Газизович, тоже Лавпаче, считает, что Передняя Азия была сильно перевязана культурно связаны Кавказ, древние абхазы, адыги и жители Древней Анатолии хатты. Вот он тут же приводит легенду, согласно которой на рубеже 6-5 тысячелетия до новой эры имело место в районе протоабхазо-адыгской территории нашествие саранчи. Но можно рассматривать, что нашествие саранчи – это как последствие вот этого великого потопа. Этого потопа, который действительно имело место. А вот
Имело ли это место, или это простая легенда, или какое-то воспоминание в истории? На этот вопрос все же ответили современные турецкие ученые. Это все же происходило, будем говорить, на территории их современного государства. Вот что указывают, так сказать, те же самые турецкие ученые. Можно говорить о том, что, да это я говорю для скептиков, потому что наши скептики все же отвергают подобные возможности. Черное море в древности было, оказывается, пресноводным, но затем туда хлынула морская соленая вода. И тогда, во время потопа, уровень Черного моря поднялся на 140 метров. Исследование морского дна позволяет датировать изменения водных растений, вот где палеоботаника нам помогает, и осадочных пород с пресноводных на соленые примерно 7,5 тысяч лет тому назад. Теперь обращаем внимание на хронологию все же. Независимо от исследований Райана и Питмена, болгарский геолог еще Петка Димитров, профессор Института океанологии в Варне, выдвинул идею Черноморского потопа еще в 1979 году. Как бы ни критиковали эту теорию, турецкий исследователь Аксу обнаружил подземную дельту к югу от Босфора, подтверждающую сильное пресноводное течение из Черного моря за 8 тысяч лет до нашей эры. А в 2016 году, когда критики пошли, он подтвердил это выводы, потому что в 2000 году исследователями были найдены археологические, геологические подтверждения теории потопа. Древние береговые линии, раковины пресноводных вот этих улиток, затопленные речные долины, инструменты для обработки древесины и человеческие постройки на глубине около, обратите внимание, 94 метров. И в 12 милях от современного турецкого берега. Так что я не знаю, что там скажут наши с вами скептики, но Черноморский потоп был. И, конечно же, очень интересно, потом мы рассмотрим связь Черноморского потопа, название и топонимы с той же самой, будем говорить, тем же самым шумерским пантеоном богов. Теперь вернемся все же к генетике. Это я, забегая вперед, немного сказала. Вот, можно говорить о том, что все же переселение части или групп населения после потопа, которые проживали на территории горной части северо-западного Кавказа, надо учитывать, что именно горная часть сохранилась, и жители сохранились после вот этого черноморского подъема воды. Они переходят в Приморское, на территорию уже новые фактически, и далее вплоть доходят до Передней Азии. Вот такая, можно сказать, такой маршрут, география путешествий. Не из Анатолии после потопа, а из протомайкопской среды на кораблях-ладьях. То, что протогенеохийские племена были прекрасными мореходами, это мы с вами знаем. Именно в этот период уже племена образовывались, имелись культурные такие очаги общности, и вот они могли частями мигрировать, и, соответственно, часть из них могла осесть на территории современной Европы, и небольшая часть. А часть, конечно же, в Леванте, это понятно, часть уже через Сирию она могла прийти в Ханаан, а с Ханаана дойти до Элама, соответственно, то есть дойти до Урука и, соответственно, там основать город-государство. Вот такой интересный маршрут вырисовывается. А теперь, что говорит генетика на этот счет? Ученые генетики исходят из того, что при смешении различных генных пулов можно не только однозначно выявить следы характерных ДНК,
но при этом еще и выяснить, когда и в каком направлении передавалась генетическая информация. Жители Северного Кавказа, в основном это абхазо-адыги, допустим, по последним генетическим исследованиям относятся к гаплогруппе G2A. Эта гаплогруппа в незначительном проценте имеется у жителей Европы, что говорит о том, что Европу мало заселяли, а находят в больших процентах именно в Передней Азии. Поэтому многих ученых толкает мысль, что что абхазо-адыги являются являются из Передней Азии, потому что гаплогруппы в процентных отношениях совпадают. Но, как бы мы ни говорили, вот, например, статья Литвинова, он указывает, это генетик, на то, что большинство линий митохондриальной ДНК – это женская линия, 89,9%, и Y-хромосомы – это мужская, 95,9%. В популяциях Западного Кавказа относятся к западноевразийским гаплогруппам и имеют преимущественно переднеазиатское происхождение. А казахский генетик Сабитов указывает на то, что гаплогруппа G2A1A, если более подробно расшифровывать, появилась на Кавказе с территории Малой Азии в период где-то середины второго тысячелетия до нашей эры. Биолог, антрополог Теучеш Ирина Эдуардовна в своей диссертации делает такие выводы, что 7 изученных народов, абазины, абхазы, адыгейцы, армяне, грузины, кабардинцы, черкесы, образуют единый кластер, обособленный от большинства генофондов Европы, но приближенный к популяциям Передней Азии. На наш взгляд, миграционный поток шел с Кавказа, после тех климатических изменений, о которых мы с вами говорили, и охватывал период 5-4 тысячелетие до нашей эры, прибывая частями, значит, в Европу, а также на Ближнем Востоке. И этот поток положил начало появлению новой расы на территории Египта. Ну, мы уже знаем, что генетики доказали кавказское, именно протоабхазско-адыгское происхождение египетских фараонов. На этот счет уже имеются исследования. А также образованию урукской культуры, положившей начало цивилизации Шумер. То есть мы пытаемся доказать, что именно первичным материалом был генофонд протоабхазо-адыгский, который положил начало этой цивилизации Месопотамии. И это вполне возможно, потому что даже датировка 5-е тысячелетие, оно может быть отодвинуто и назад, может быть и в 6-м тысячелетии. Если потоп произошел где-то там в середине 8-го тысячелетия, нужно определенное время, пока оседает, пока население привыкает, и, соответственно, потом уже оно начинает двигаться, перемещаться, мигрировать и так далее. Ну и Передняя Азия именно где? Мы говорим, начало положили Урук. Ну, даю маленькую справку, что Урук – это археологическая культура начала раннего бронзового века в Южной Месопотамии. Это территория современного Ирака. В общих чертах датируется середина 4-го тысячелетия до нашей эры. Сегодня некоторые ученые поддерживают именно этот тезис, что жители древнего шумерского города-государства Урук, пишется так, в 4-м тысячелетии до нашей эры покидали свой город, видимо, по причинам ухода реки Ефрат, а также в целях разработки богатых рудами месторождений Кавказа. Ну, извините, 4-е тысячелетие до нашей эры, в период расцвета, как это мы знаем, вдруг урукцы решили покинуть свою территорию и эмигрировать куда? К нам на Кавказ. Ну, в любом случае, известный востоковед Дьяконов тоже пишет об этом, что она была заселена. Дьяконов указывает, что эта территория была заселена именно в 6-м тысячелетии до новой эры. Значит,
то, что мы говорили, 5-е тысячелетие, даже допускали 6-е тысячелетие, по Дьяконову можно ценить. Ну, как-никак, все же эта мысль наталкивает нас на то, что между вот этими эпохами произошло заселение территории более развитой земледельческой скотоводческой культуры. Урукская культура, она была вначале примитивнейшей, ну а потом она становится уже в начале 3-го тысячелетия, где-то к середине, развитой. Значит, что мы говорим? То есть протомайкопская культурная общность, которая появилась на этой территории, она могла перевести свои достижения в области земледелия, скотоводства и так далее. То есть получается, а сколько было количество жителей Урука? Не обратили на это внимание? 6 тысяч человек. 6 тысяч человек – это население 4-го тысячелетия города, государства Урук. Значит, мы можем допустить, что если в 6-5 тысячелетии произошло перемещение на части группы, какой-то группы именно, и оседлость, они стали жить на этой территории, то, соответственно, где-то к этому времени 6 тысяч человек они могли и быть. Но это указывает на то, что действительно после природных катаклизм в поисках, как бы сказать, лучшей доли, вот эта определенная часть могла появиться. С учетом в шумерских контекстах под потопом имеется в виду наводнение, сопровождаемое порывами ураганного ветра, молнией, громом. В послешумерское время появляется представление о царе, спасшемся от потопа, причем называется место, где это произошло. Город Шурупак. С учетом гипотезы Райана Питмена наиболее правдоподобной становится картина миграции части населения северо-западного Кавказа с мест затопления, а это побережье Черного моря, в сторону Передней Асии. После затопления, прохождения времени, оно оседает и на территории современной Анатолии, там, где жили кашка-бишлайцы, как указывают косоги, кашаги. То есть мы говорим там, где были и хаты. То есть прото-абхазы-адыги в эти времена уже были носителями гаплогруппы G2A. И как земледельческие, скотоводческие общности были так известны. Значит, с Уруком обычно традиционно увязывается возникновение цивилизации в Месопотамии, и все признают, что произошло какое-то прибытие какого-то племени на эту территорию, и их называют создателями шумерской цивилизации. На наш взгляд, культура ранних шумер, привнесенная извне, в частности из Кавказа, тем более имеет много свидетельств. Первое. Наличие еще до 3-го тысячелетия до новой эры у протоабхазо-адыгов технологии металлургии. Нардский эпос берем. Древнее ядро которого относится к периоду матриархату и потом неолитическому и неолитическому времени. Ну, исследование нардского эпоса как исторического источника – это предмет, надеюсь, очень вас заинтересует. В будущем кто-то займется этим исследованием. С точки зрения этнологии имеются множество доказательств о наличии культовых параллелей земледельческо-скотоводческого содержания. Ну, например, культ быка в направлении от протомайкопской культуры к шумерской. Обратим внимание на наличие в пантеоне шумерских богов названий абхазских богов. Для скептиков говорю, если учесть, что все названия абхазских богов шумерские по происхождению, а не абхазские, допустим, да, то получается, что наш пантеон претерпел существенные изменения, исчезли из нашей памяти исторической множество имен, многих богов. На самом же деле анализ пантеона шумерских богов указывает на первичность абхазских богов и вторичность остальных, которые впоследствии в историческом развитии стали предметами поклонения. Ну, возьмем несколько богов, проанализируем. Вот Апсу. Апсу – первозданное божество, олицетворение бездны. Обратите внимание, подземных пресных вод, на которых покоится земля, соответствует греческому хаосу,
создание людей из его плоти может быть понято при сопоставлении с аккадской космогонией, содержащей миф о борьбе молодых богов с первым их поколением и о низвержении Апсу. По гипотезе, тут вспоминается гипотеза, опять-таки, Райана Питмена. Воды Черного моря были пресными, пока не начался потоп. Это выходит, что жители Причерноморья, то есть прото-абхазы, адыги, до потопа называли его море Апсу. Пресная живая вода на абхазском. Его низвержение произошло в результате потопа. И это, конечно же, указывает, что не случайно сегодня мы тоже нашу страну называем Апсну. Это название очень древнее. Я могу полагать, что оно исходит именно к такому периоду, как допотопному периоду, это название. Потому что пресные воды Черного моря, в котором господствует Апсу, живая душа, живая вода, это действительно указывает, что это страна этой воды, где эти воды имеются. И, конечно же, в этом потом уже потоп произошел, море изменилось и так далее, но страна, название так и осталось, и будет, я надеюсь, во веки веков. Следующий бог – Ану. В шумерско-аккадской мифологии верховный бог неба возглавляет этот пантеон богов. Отец богов Ану создал жизнь на земле. Наряду с Энлилем и Энки входит в число старейших и самых могущественных богов месопотамского пантеона. Абхазское – это Анча. Ану шумер объясняется как начало, небо. Ча у абхазов ассоциируется с культом быка Ацр. Ану, аккадская форма имени шумерского бога Ана, означает небо. То есть верховное божество, отец богов, его владение – небо. Ану произошел от Апсу. Это говорит о том, что Апсу – это, как бы сказать, название именно всей этой территории. Оно указывает на автохтонность, между прочим, протоабхазо-адыгов, обитавших у пресных вод Черного моря и понимавших воду как начало жизни. Хотя Ану поклонялись во всей Месопотамии, его особенно почитали в Уруке. И супругой Ану, хочу заметить, была богиня Анту. Анту – Ан-Ат. Ат – это рога. Соответственно, образ матери, роженицы, созидательницы, которая стоит рядом с богом Анча, и которые живут в стране Апсу, Апсны, где находится пресное море Апсу. Вот эта картина нам о многом говорит, конечно же. Адад – это бог бурь, арамеи называют его Хадад. Ну, изображается с молнией на руке. И супруга Адада Шала особенно почиталась в Ассирии. Ну и, конечно же, в честь Адада, грома молнии, у нас с вами тоже, правда, но мы Адад тоже говорим. И, соответственно, поклоняемся. Эя – это один из 3 великих шумерских богов. Первоначальное имя Энки, то есть господин земли. Эя – это дом, где находится вода. Вода, ясно, я уже сказала, Апсу. И это вот связь Эя с пресной водой. Ну, как тут не вспомнить, конечно, это и страну, так сказать, и миф об аргонавтах. Может, стоит подумать над этим. Инанна, госпожа небес. В шумерской мифологии центральное женское божество. Она сестра бога солнца Шамаша и дочь бога луны. И что интересно,
центр культа Инанны опять Урук. Урук, которая положила начало шумерской цивилизации. Урук, который был заселен где-то по Диаконову 6 тысячелетием до нашей эры, после потопным временем. Есть еще одна очень интересная такая богиня Аруру. Она созидательница, определяет судьбы людей. Она слепила людей из глины и так далее. А ну подумаем, она раз созидательности. У нас на абхазском языке есть слово аура, то есть созидать, что-то делать, действовать. Вот, и смотря на то, что находки протомаякопской и маякопской культуры сделаны на территории древней Черкесии, большинство ученых теперь почему-то предполагает, что родиной протоабхазов является Передняя Азия. Данная точка зрения, как вы поняли, противоречит нашим с вами аргументам. И каковы выводы нашей сегодняшней лекции? Первый очень важный вывод. Около 9000 лет назад северные склоны Кавказа заселены были выходцами с юга Кавказского хребта. С тех пор население там оставалось генетически однородным, как минимум до второй половины второго тысячелетия до новой эры, пока Хеттское царство не ушло в историю. В бронзовом веке культурное разнообразие на Кавказе превосходило генетическое. И вот и заключение генетиков. Генетические данные не поддерживают ни одну из археологических гипотез о сверхдальних миграциях населения из Западной Европы на Кавказ и связанных с ним появлением мегалитических гробниц или дольменов. Даже существует и такая тоже теория, что из Европы, видите ли, смещение населения произошло, и они являются нашими. Потому что вот там нашли эту гаплогруппу. Но там незначительный процент. А мы же не учитываем, что перемещения могли быть с протомаякопской территории и, соответственно, проходя всю эту переднеазиатскую, малазийскую территорию и переднеазиатскую. Ну и, конечно же, морские пути. Самые, что ни есть, удобные пути. Потому что после потопа появились эти проливы, после потопа изменился ландшафт, после потопа появилась возможность распространения и обогащения своей культуры. Генетики считают, следующее заключение, что во время миграции первые скотоводы разделились на 3 ветви. Одна ветвь осталась в Анатолии, вторая ветвь на юг, в Левант, а затем в Северную Африку, ну вот вам Египет. Третья ветвь пересекла Кавказские горы и оказалась в Понтийско-Каспийской степи, идеальной для выпасов скота. Последняя ветвь потом разделилась еще на одну часть, которая ушла в Европу и Центральную Азию. Вторая часть осталась на Северном Кавказе. Это утверждение генетиков как раз-таки на пользу нашей с вами гипотезы. Итак, общность носителей гаплогруппы G2A распространилась из региона Северо-Западного Кавказа в эпоху неолита и далее. Присутствие Y-ДНК гаплогруппы G2 у большинства народов Западного Кавказа, а также связи абхазо-адыгских легенд нардского эпоса и абхазо-адыгских языков с хатами вполне указывают на наличие единого центра перемещения – территория Северо-Западного Кавказа. Выше приведенные эти все материалы позволяют констатировать существование в древнейшую эпоху на Западном Кавказе мощного протоабхазо-адыгского этноса. Последний занимал также обширные территории в Северном Причерноморье и Приазовье, где фигурировал под названием кемерийцы, и значительную часть Анатолии, Малой Азии, где носил имя хаттов и касков. В XII-XI веке до нашей эры малазийский анклав протоабхазо-адыгов прекращает свое существование. Причиной крушения Хеттского царства и родственного ему Каскейского союза племен в историографии связывается с экспансией так называемого народов моря, чья этничность не выяснена до сих пор.
Ну и завершаю тем, что современный тоже исследователь Кага Зежев из Кабардино-Балкарии пишет следующее. Подводя итоги, нужно отметить, что древние культуры Мишока и Майкопа, Новосвободнинский имеют самостоятельный характер происхождения. Основателями и носителями древних культур Северного Кавказа являлись адыго-абхазские родственные им племена. Данные археологии, лингвистики, генетики позволяют сделать вывод, что адыго-абхазы являются частью населения неолитической, доиндоевропейской Европы. Они имеют культурную и генетическую связь с Южным Кавказом и Ближним Востоком. Ну, мы добавили к этому наши некоторые палеогеографические моменты, и у нас вырисовывается подобная картина. Мзия Багратовна, как мы знаем, баски являются одним из древнейших народов Европы. Им присущи генетические особенности, отличительные от их соседей во Франции и Испании. Существуют различные теории их происхождения. Одни ученые связывают их с хуритами, другие, например, как востоковед, чехословацкий востоковед Грозный, он указывает на баско-шумерские связи в материальной культуре. А вот в работах Трамбетти, Дзидзигури и ряда ученых речь идет о культурных связях басков с Кавказом. У меня такой к вам, в частности с грузинами, у меня такой вопрос. Как вы думаете, прослеживаются ли какие-нибудь связи басков с абхазами? Спасибо, очень интересный вопрос. Хочу заметить, что именно гаплогруппа басков, генетики исследовали, не относится ни к одной из народов Европы. Ни к французам, ни к испанцам, ни к итальянцам. Это какая-то обособленная ветвь. И предполагают, что вообще в истории человечества именно баски самые древнейшая общность, самая древнейшая. Вот ведущее начало земледельческой культуры. Можно сказать, даже древнее нас с вами. Вот такая точка зрения существует. Что касается родства с грузинской, то там имеются определенные типологические характеристики, конечно. И благодаря этим типологическому сходству ученые посчитали, что они идентичны. На самом же деле это не так. Генетика как раз-таки отвергает вот этот тезис родства и указывает на первоначальность именно генома басков. Но это вопрос, я думаю, дальше будет изучен.